Уважаемые жители республики, Хамсер Мягкой, с ноября 2008 года я руковожу республикой, которая является для меня родиной. В первую очередь хочу поблагодарить вас, дорогие земляки, за поддержку во всех начинаниях, направленных на благо наших людей, на благо нашей республики. За эти годы мы вместе с вами преодолели огромный путь. Совместно с органами правопорядка мы победили такое явление, как терроризм, минимизировали экстремизм и, самое главное, добились мира на родной земле. Мы потеряли на этом пути многих достойных сынов, настоящих патриотов нашего народа. Налгеш Толцан, Налкаэтам Болб, вечная память погибшим героям. С помощью федерального центра мы с вами построили и продолжаем строить школы, детские садики, больницы, спортивные объекты, дороги, создавать производственные рабочие места. По многим показателям республика стала лидером среди регионов Российской Федерации. Буквально на днях у нас случилась еще одна большая радость. Родился полумиллионный житель нашей родной республики. Но ни одна из наших больших и малых побед, будь то победа над злом терроризма или, наоборот, созидательное благоустройство нашего общего дома, не была бы возможной без нашей общей совместной работы. Без единства ингушского народа достижение поставленных целей на каждом этапе. Благодарю вас, уважаемые граждане республики, за это. Преодолев трудности, обустроив мирную жизнь в родной республике, мы никогда не останавливались на достигнутом. Вместе мы ежедневно работаем на решении главной задачи – рост благополучия и достатка каждой семьи Республики Ингушетия. Мы доказали, что умеем достигать поставленной цели. Вместе решим и эту задачу. Дорогие жители республики, Хамсер Мягкой, все, чего мы достигли, что есть у нас сегодня, ничто, если нет единства нашего народа. 9 сентября 2018 года решением депутатов Народного собрания я был избран главой Республики Ингушетия на очередной срок. В соответствии с законом мои полномочия истекают в 2023 году, через 4 года. Как я уже говорил, есть программа развития нашей республики, есть планы, и главное, уверен в том, что эти планы выполнимы. Но одним из главных условий для этого является единство нашего народа. Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберемся мужества сказать, что все мы, власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации, ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы родной республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своим представлением о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал как ингуш, как патриот, любящий свою малую родину, как боевой офицер, давший присягу защищать великую нашу страну. Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики. Приняв это непростое для себя решение, я обещаю вам, что впредь, где бы я ни находился, буду делать все возможное для процветания нашей великой страны России и нашей родной Ингушетии. Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас. Дал борца болбы, дал тяхи беркетивелми, дал иман сабр лолдун маслина. Я сделал дому долдвой. Честь имею.